Я хочу от имени водителей, от имени, я думаю, жителей поблагодарить за то, что вы прибыли сегодня сюда. Благодаря вам сегодня засыпали ямки. Наконец-то! В поселке Ровном, в который вы приезжали, и на центральной улице Кутузова. Наконец-то! Если бы вы не приехали, я думаю, так бы сидели там, вытягивали друг друга. Это одно. Спасибо большое вам. Второе. Но их на неделю. Вы знаете, что у нас скоро выборы главы района. И людям не безразлично, кто придет к власти. Я хочу сказать, если, значит, вашу хотелось бы услышать, вопрос-то точку зрения, кого вы хотели бы видеть на посту главы района. И кого вы будете поддерживать, если будет возвращаться та ситуация, которая уже была, району не видать ничего. Спасибо. Ну, видите, хоть что-то полезное от моего приезда сегодня есть. Яму засыпали, уже хорошо. Но я, кстати, заметил, где в каком месяце яму засыпали, проезжая. Но, возвращаясь к дороге, я уже сказал, что есть программа по дорогам. Если эту дорогу заявил наш глава района или городского поселения, дал небольшое софинансирование, мы обязательно деньги из областного бюджета выделим и готовы выделять, в том числе дороги. Если говорить о главе района, кого мы будем поддерживать или не будем поддерживать, я вам хочу сказать, я не знаю, что вы имели в виду к прошлому возврату. Вы знаете, я являюсь, я не хотел этого говорить, агитировать, собственно говоря, но вы сами попросили. Я вас об этом не просил, между прочим. Значит, я секретарь партии «Единая Россия», вы это знаете, да? Знаете. Я считаю, что действительно партия «Единая Россия» — это партия, которая по праву является правящей партией. Конечно же, есть вопросы по поводу качества выполняемых работ муниципальными главами. Можно говорить и претензии к губернатору предъявить, и в том числе ко мне. Можно говорить о других вопросах, связанных там с обеспечением пенсиями, там, ну, масса вопросов можно предъявить. Но можно поговорить о другом. А кто следующий? Кто стоит рядышком или кто стоял все эти годы и что может сделать? Давайте посмотрим. Классный мужик Владимир Владимирович Жириновский. Замечательно. Лет 15 сидит в Думе, кроме словесного жанра. Весело, конечно, но жизнь лучше не становится. Правда? Согласен. Дальше берем по порядку. Ну, «Справедливая Россия», там нечего говорить. Аж целый руководитель Совета Федерации возглавляет 5 лет и ни гвоздя не вбил. Нет, может быть, крышку гроба вбил, в том числе и той могучей страны. Может быть, можно об этом говорить. Давайте поговорим о следующих партиях. Надо говорить, нет? Не надо. Понятно. Поэтому я считаю, что да, партия во многих вещах не доработала «Единая Россия». Согласен, даже не обсуждается. Выгоняем этих людей, которые не работают, да, избавляемся от них, и будем избавляться. Будем мы новых людей приводить туда, которые будут отвечать. Да, я сам лично несу полную ответственность за нашу партию, за партию «Единая Россия». И все то, что гарантированно я сказал, поверьте мне, я исполню. И потребую, что все члены партии «Единая Россия», которые выдвигаются нами, исполнят свои обещания. Я потребую, заставлю их исполнить. И если они не будут исполнять, пойдут работать в народное хозяйство. Как минимум. А там, где проворовались, пойдут в тюрьму. Это я тоже им гарантирую. И они это теперь главы знают. Вот посмотрите, мне не стыдно будет вам сюда приехать через год. Я приеду раньше гораздо. Я просто говорю, допустим, через год просто тот временной период, когда что-то можно будет уже увидеть сделано. И за каждое свое слово я готов перед вами стоять и держать ответ. Готов. Поэтому давайте так. Я готов поддержать того человека, которого поддержите вы. Партия «Единая Россия» сегодня выдвинула на район Бакалина Владимира Александровича. И сегодня, я понимаю, что вы там вспоминаете, когда он работал, но я сегодня слышал разное мнение об этом человеке. Кто-то говорил, что в то время было лучше работать, кто-то говорил, что хуже.
Но сегодня в Правдинском районе я лучшего кандидата не знаю. Просто не знаю. Почему? Почему? А вы их встречали? Если вы, послушайте, еще раз говорю, я не знаю. А вы, может быть, знаете. Вы, может быть, знаете. Ручаюсь я за этого человека или готов я с него спрашивать, ручаться за него не буду вам избирать. Но спросить с него, если вы его изберете, помочь ему в Правдинский район выводить из кризиса, это я точно вам обещаю. Это я вам точно обещаю. Я знаю, что и другие там люди, многие, которые там считают, что они много сделали в своей жизни, в своих населенных пунктах. Я считаю, что рановато еще. Я знаю, что у нас есть белорусский, который глава железнодорожного идет, глава района пытается идти. На мой взгляд, это неправильно. Нужно навести порядок у себя на земле, в маленьком населенном пункте. Стань ты уважаемым человеком. Стань. Исполни там от своих вещей. И тогда иди дальше. А пока рановато еще. Рановато, на мой взгляд. Поэтому все-таки прошу вас, если хоть чуть-чуть у вас есть доверие сегодня к новому губернатору, между прочим, который родился и вырос в Калининградской области, который планирует здесь жить, я хочу все сделать для того, чтобы каждый житель Калининградской области чувствовал себя чуть-чуть лучше. Чтобы я через 5 лет, когда, если там 5 лет я отработаю, мне было не стыдно ходить по земле и приезжать и в Правдинск, и в Славск, и в Багратионовск, чтобы мне не плевали в спину. Здесь живут мои родители, здесь живет моя семья, это мой дом. И я буду делать так, чтобы в этом доме было лучше и чище. Вместе с вами. Спасибо. Я надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Спасибо. Давайте ваш вопрос, да. Громко говорите так, уже может быть микрофон. Говорите, говорите. В 2009 году, значит, налог платил за 15 соток, которые я обрабатываю, значит, 52 рубля. В 2010 году прислали, значит, 755 рублей. Вот, значит, дороже, чем Светлогорск. Дальше, вода. У нас это найдет не как цена. Она дороже, чем в Калининграде. Если в Калининграде 20 рублей с копейки, то есть 14 с копейками, то есть кубометров, у нас 20 с копейками. Дальше, хуже того еще, значит, господин у нас, директор водоканала, отдал нам муниципальную собственность, трубы, которые проходят, допустим, возле моего дома, значит, это мои, которые в земле. Если, значит, электричество до ввода, значит, связи до ввода, а в моем всем доме. И, пожалуйста, где бы ни ходи, не добьешься. У нас начальства много, но не добьешься того, что мы это сделали. Сделай, вот и мы выходим, моя вода, а следующему идет вода. Значит, тогда он должен мне платить за мою трубу. Что подает. И нигде, я был курором, был везде, никто мне не ответил. Это они как надо. Договор у нас заключенный, в котором ни одного слова не сказано на это. Они, значит, под сервисом сделали схемку и каждому договору прилепили. Но об этом ничего не сказано. Вот как быть? У нас, значит, мы пережили войну, пережили, когда было становление в Калининградской области, работали мы, голодные были, но работали, а сейчас нас прижимают так, что невозможно. Ну, давайте так, я уже, на мой взгляд, на этот вопрос ответил ранее, когда я сказал, что власть должна быть ответственна. И если говорить про водопровод, мне очень сложно говорить, про какую улицу вы говорите. Да, действительно, вопросы есть. Вопросы действительно есть по качеству воды. Но, опять-таки, вы услышали, глава городского управления сказал, что станцию от Железной построили. Это деньги колоссальные для того, чтобы делать. Другое дело, почему она дороже у вас, вода. Но я не стал бы сравнивать с Калининградом, потому что, вы же понимаете, большинство средств Калининградской области, они находятся в городе Калининграде. Там у них есть возможность, может быть датировать, я не знаю. Я разберусь, безусловно, с этим вопросом. Вот. Но еще раз подчеркну, вот чтобы не задавали таких вопросов,
власть должна с вами разговаривать. Вот я главе одному говорил все эти годы, моему коллеге, мы с ним вместе 5 лет работали, и уж тем более главе городского поселения. Давайте, пожалуйста. Пожалуйста. Добрый вечер, уважаемый Наиль. Скажите, пожалуйста, ваше мнение по поводу двухуровневой системы власти. Нужна ли она вообще? Вот, хорошо, мне задают каждому муниципалитету один и тот же вопрос. Еще один вопрос. В ноябре месяце 2010 года администрацией Правдинского городского поселения был проведен конкурс на замещение вакантной должности главы администрации Правдинского городского поселения. Этот конкурс был проведен с грубым нарушением действующего законодательства. Скажите, пожалуйста, будет ли какая-то мера реагирования? И теперь вопрос, как секретарю политической отделения, политической партии, регионального отделения, прошу прощения, политической партии «Единая Россия». Каков срок рассмотрения заявлений на вступление в политической партии, то есть предусмотрен уставом политической организации? Я в сентябре месяце лично написал заявление, и по настоящему времени я не был уведомлен, то есть мой вопрос не рассмотрели, может быть, проигнорировали. И еще, господин губернатор, я полагаю, что независимо какой будет принадлежности, то есть будущий глава, политической принадлежности будущий глава района, я думаю, что вы будете ему также оказывать поддержку, вне зависимости, состоит ли он в политической партии «Единая Россия» или в другой, или вообще нигде не состоит. Спасибо большое за внимание. Дайте я угадаю. Вы представляете интерес партии «Справедливая Россия». Дайте угадаю. Тут у нас кандидат как раз от партии «Справедливая Россия» идет. Нет, абсолютно. Как вас зовут? Меня зовут Кожаев Наиль Такирович. Просто, я прошу прощения, господин губернатор, можно я лично вам передам свое обращение? Я очень его долго готовил и думаю, что вы соответствующие... Вы сидите, сейчас я заберу после встречи, передадите. Хорошо. Ну давай по порядку. Если вы имели в виду, что вас не приняли в партию «Единая Россия», да? Я в какой партии не состою? Не, вы сказали, что дали заявление, и оно не рассмотрено, да? Вы это имели в виду? Понятно. Но с этим мы разберемся, если секретарь есть в партии, но почему он так... Если человек хочет вступить в партию, нужно только приветствовать и поддерживать. Второй вопрос по поводу конкурса. Вы имеете в виду, вы во время выборов были нарушения? По поводу конкурса на замещение вакантной должности главы администрации муниципального образования, я хочу пояснить, почему я именно задаю этот вопрос. Вот в моих руках два одинаковых совершенно постановления по одному предмету. Одно подписано главой поселения, одно главой администрации. Мне это непонятно, если честно. Одно и то же, по сути, я могу вам передать тоже. Хорошо, давайте так. А вы участвовали в конкурсе, да? Я туда не стал участвовать. Почему? Потому что, смысл участвовать, если никто бы не рассматривал. Там даже положение было уже определено и известно. Давайте, я вас услышал. Сейчас, после встречи, просто мне очень сложно прокомментировать. Буду признателен. К сожалению, я просто сейчас не смогу прокомментировать. После встречи останетесь, мы спросим, какое нарушение. Если было нарушение, то мы обязательно поправим. Да, и по поводу помощи как губернатор, потому что я полагаю, раз вы то лицо, которое несете основную ответственность за судьбу региона. И мне кажется, я еще раз хочу повториться, что поддержка должна быть оказана всем, потому что Правдинский район, он также входит в состав Калининградской области. Спасибо большое. Вы, наверное, не слышали, что я говорил. Я вам сказал, что независимо от партийной принадлежности, независимо от качества